Международный день инвалидов – не праздничный повод для торжества. 25 лет назад, 3 декабря, Генассамблея ООН призвала обратить внимание общества к проблемам особых категорий граждан и к защите их прав. На сегодняшний день существует целый ряд мероприятий, направленных на создание обществом условий для полноценного участия в политической, социальной, экономической и культурной жизни людей с особенными потребностями. В Центре детского творчества сегодня прошел концерт, приуроченный к Международному дню инвалидов, в котором приняли участие творческие коллективы города. Это бит нашего сердца, нашего завтра. Слушай, как он звучит. Это бит лучшее средство, чтобы чувствовать правду. Стучит, стучит. Площадка для приглашенных участников мероприятия превратилась в фестивальную выставку, обратившая внимание горожан на успешную творческую жизнь людей с ограниченными возможностями здоровья, что становится основой для их успешной интеграции в обществе. Собрались здесь не только инвалиды с ограниченными возможностями здоровья, но и дети с инвалидностью. Они сегодня здесь, с нами, вместе. И это не праздник, это напоминание людям о том, что среди нас есть люди с проблемами здоровья, которые тоже им необходима поддержка, помощь и внимание. Также на мероприятии выступили глава города и руководители учреждений по работе с маломобильными группами населения, отметившие содействие местных предпринимателей и общественных деятелей за вклад в работу с данной категорией граждан, число которой в нашем городе превысило 4000. Все более новые объекты с целью создания удобной городской среды сдаются с учетом требований по обеспечению безбарьерной среды. Конечно же, все существующие проблемы сможем снять только при условии тесного сотрудничества органов власти, городских предприятий, организаций, представителей бизнес-сообщества, общественных организаций и всех горожан. В текущей обстановке понятие дискриминации оставляет свои позиции позади среди проблем общества. Современный социум активно воспитывает в себе толерантность и тактичное понимание особенностей здоровья и развития человека. Ты мое счастье, ты мое солнце, ты мое тук-тук, что в сердце бьется, ты моя нежность. Екатерина Марочкина, Радмир Асингулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.